Здравствуйте всем! Добро пожаловать на мой канал, дорогие мои зрители, гости, подписчики. С вами, как всегда, ваша Ольга. Мои хорошие, вы мне писали, много комментариев я получила по поводу чисток на черной соли. Да, долго я их не проводила, потому что, к сожалению, из-за пандемии самолеты там не летали, многие страны были закрыты с большим трудом, но все-таки соль до меня дошла. Я вот как раз пользуюсь тем, что у нас сейчас убывающая луна, хочу для вас провести чистку. Чистка будет общая. Сделаем прям такую общую чистку, посмотрим основные моменты. Если понадобится, еще дополнительные чистки я буду делать. Мои хорошие, настраивайтесь, пожалуйста, на чистку, смотрите на соль мою черную, думайте о своих вопросах, о своих проблемах, о своих страхах, опасениях, либо об страхах и опасениях за своих близких. Вот все, что вас тянет вниз, что печалит вашу душу, обо всем об этом подумайте. Мысленно обратитесь к высшим силам и также постарайтесь вот силой мысли, да, вот всю свою эту проблему в соль туда запечатать. Настраивайтесь, мои хорошие, и давайте будем с вами чиститься. Так, мои хорошие, давайте посмотрим, что соль нам скажет, что покажет. Какие проблемы, что у моих зрителей, что у тех, кто смотрит. Что? Забери, тебя покажи, забери. Так, пожалуй, еще буду делать, наверное, еще одну. Мои хорошие, вот когда бы вы не открыли это видео, оно работает постоянно, у него нету срока давности. Но если вы хотите почиститься, нужно смотреть на убывающую луну. Никогда сами не делайте и не смотрите чисток на растущую луну. Это работает обратным эффектом. Вот я вас сразу хочу предупредить. То есть, если вы будете пересматривать, если вы будущую мою посмотрите, только лишь старайтесь на убывающую луну. Я знаю, много в ютубе есть людей, которые, скажем так, ради хайпа и что только не делают в любое время суток, пожалуйста, смотрите, типа делайте. Очень много людей бесноватых делают это специально, чтобы у людей ситуация не улучшалась, а наоборот ухудшалась. Вы смотрите чью-то чистку, вроде как, да, там человек что-то делал, наобещал с 3 короба, а вы понимаете, что у вас стало хуже. А все потому, что человек вас не предупредил и не сказал, что нужно чистки делать, смотреть, участвовать только лишь на убывающей луне. Как узнать, в каком цикле луна? Очень просто. Google в помощь. Прям в поиске пишите состояние небесного тела луны на день. День, когда вы будете смотреть. И вам сразу же все будет показано. Растущая, убывающая, что происходит. Так что, мои хорошие, остерегайтесь. Вот прям заклинаю, остерегайтесь делать, смотреть, участвовать в чистках. Особенно на новолуние. Новолуние – это вообще самое страшное время, когда все усиливается, все растет. И растущая луна. Понимаете? Вот убывающая луна идеально. И для себя в домашних условиях тоже запомните делать только на убывающие. Так, что у нас вышло? Ну, вышли у нас препятствия по дорогам. Прям камни лежат. Да, дорожки у вас тут забиты прям. Тут и ямки кому-то копали, и барьеры тут городили кому-то. И еще очень много мыслей. Мысли темные, мысли страшные, мысли... Ой, тут и агрессия, и печалька, и тоска, и надрыв, и чего только нету. Ладно, давайте разберемся с дорогами. По дорогам вам препятствия городят люди, не высшие силы, не какие-то там энергии. Люди вам блокируют. Причем блокируют капитально.
Здесь может от прямого вот закрывания дверей, да, прям перед носом закрывают, до специальных каких-то козней, интриг, ложной информации, заблуждений, да, вот как кто-то потешается. Ну, тут, понимаете, как много завистников, много злопыхателей, просто вредных людей очень много одержимых людей, бесноватых, да. Живет человек, а в нем бес сидит. Он и то может сказать, и то может делать, спровоцировать, нагнетать и всякие негативные вещи. Даже вот я говорю на ютубе, иногда просто волосы шевелятся, да, от того количества бесов, которые находятся. Серьезно. Я уже говорила, по-моему, на воске я говорила, да, у меня прям там все видно было. Значит, женщина льет воск, и у нее что не тема, то узнай лицо врага, враг, кто магичит, кто химичит, кто то, то все. Что она делает? Она человека заставляет тревожиться, думать на ближнего худшее, понимаете? То есть бесу это надо. Вот чем больше негатива, тем, значит, у нас все хорошо. Вот, так что, мои хорошие, остерегайтесь таких моментов, просто остерегайтесь. Не станьте жертвой вот таких одержимых людей, какое их огромное количество. Может быть, даже вот соседи, да, вот часто у нас бывают склочные люди. Вот вроде живет, никто его не трогает, либо ее. А она начинает вот сидеть, там что-то на всех обижаться, что-то придумывает, накручивает, там пошла поругалась, здесь пошла нагадила, да. Таких людей полно. Вот и у вас негатив, это, конечно, общая чистка, но вот вышло прям очень четко видно, да, вот человечек, смотрите, как тащит, да, тащит ваши позитивные эмоции, вашу удачу тащит на себя. Человек, который прям... Жаль таких людей, не ведают, что творят, не ведают, а потом результат, он как и для всех, так и для этого человека очень плачевный. Значит, мои хорошие, по поводу этого человека, либо этих людей, что я хочу сказать. Да, себя не посадишь в вакуум, себя не отгородишь каким-то стеклянным колпаком, хотя, конечно, бы хотелось, но тем не менее. Дорогу осилит идущий. Значит, цель перекрывания дорог – это вас вызвать на негативную эмоцию, на то, чтобы вы отчаялись, распереживались, разозлились, понимаете, на себя, на окружающих, на судьбу, на высшие силы. Да? Ну, когда человек раздосадован, мы же начинаем вот негативить и винить все и вся. Значит, мои хорошие, как бы сложен не был ваш путь, какие бы там преграды, барьеры вам не выстраивали, знайте, что вы пройдете. Вот это вы должны знать. Дорогу осилит идущий. Всегда об этом помните. И не дайте никакой пакости, гадости вас сбить с вашего пути. Да, чем сложнее будет даваться вам дело, вот услышите меня правильно, тем больше результат вы будете получать, тем больше будет отдача. Да, действительно, иногда стоит в кровь разбить руки, но добраться, достучаться, получить. И у вас вот такие дорожки выходят. Они не все такие, только лишь самые ценные для вас. Те, которые максимум возможностей и шансов несут в вашу жизнь. Значит, видите барьер? Ничего страшного. Идите напролом, в обход. Главное, не останавливайтесь. И главное, не печальтесь. Вы все равно дойдете. Я вижу, что вы сильнее, чем любой враг, чем любые козни, чем любые препятствия. Вы гораздо сильнее, как личность, как человек. Кстати, человек с большой буквы. Вот, душа у вас чистая, душа у вас светлая, помыслы у вас светлые. Да, иногда вот эти негативные тучи налетают, но тем не менее, я вижу, что вы можете брать себя в руки, я вижу, что вы можете себя из этой пропасти вытаскивать. Знаете, вот подумайте, придумайте, да, вернее, себе цель, для которой вы будете стараться. Говорить для себя, ну, для себя это, наверное, редко работает. Мы все вот как-то больше жертвенные, да, ради там детей, ради близких, ради кого-то. Вот и вы себе придумайте такую цель и к ней идите, но при этом и не забывайте про себя, про свой интерес. Вот страх. Убирайте страх и убирайте отчаяние. Чем меньше будете бояться, чем меньше будете отчаиваться, тем легче вам будет все это проходить. Враг дрогнет, вот просто дрогнет, скажет: о боже, у него столько силы, столько энергии, а что же я тут со своими ловушками? Да? И испугается вас, и не будет больше вам мешать и шкодить. Мы немножечко
ослабили, соль на себя вот этого человечка прорисовала, заберет, ослабит его влияние на вас. Но, тем не менее, 50% это работа соли, и 50% это будет ваша работа. Не сдаемся, идем к своей цели. Если надо обойти, потратьте время, обойдите. Если возможно напролом пройти, идите, разбивайте эти препятствия, идите напролом. Не бойтесь. Не бойтесь ни хамов, ни нахалов, ни каких-то наглых. Не бойтесь их. Не бойтесь. Нельзя быть человеком склочным, агрессивным, но и нельзя быть слишком вежливым. Будьте прямым человеком. Вот вам надо, прямо и говорите, что мне надо, что хочу. Да? Куда бы вы ни пришли, в госорганы, в банки, там, школы, больницы. Извиняться не надо за то, что вы тут пришли, отвлекаете. И не надо хамить. Вот прямо говорите, мне нужно это. Все. Четко. И вот эта четкость будет вам помогать. Значит, мои хорошие, не забывайте для себя лично, когда вы чувствуете вот этот нервный спазм, который происходит, да, разочарование, либо усталость, делайте дома чистки для себя лично. Но, опять же, на убывающую луну делаем, мои хорошие. Вот про это не забывайте. Если луна у нас растущая, новая луна, тогда просто прибегаем к силе воды. Водичкой себя поливаем. Хотите ванну примите, хотите душ примите. Главное, чтобы водичка с вас стекала и чистила вас. Люди недооценивают силу воды. А мы ведь сами состоим из воды. Да, она не в чистом виде, это лимфа и прочее, прочее. Но вода – это наше все. Помните об этом. Пейте побольше воды, чистой воды, любой воды, понимаете, пейте, себя поливайте, обливайте. Если вы живете возле водоема, вообще идеально. Прогулки возле воды, они не только успокаивают, но они еще и прокачивают очень нас хорошо энергетически. Так что, мои хорошие, верим в себя. Дальше, с этой стороны у кого-то партнер очень плохой. Партнер, либо вот как в семье, тут какая-то связь, понимаете, между вами и этим человеком. Это ваш партнер, любимый человек, либо кто-то из родственников. Это не кровная связь, сразу говорю. Это связь какая-то названная, да, ну, обычно названные у нас кто там, заловки, девери, свекрови, там, свекры, какие-нибудь там родственники со стороны мужа, опять же такие крестные, да, это тоже как названные родственники идут. Вот здесь чувствуется прям какое-то негодование в вашу сторону. Вот человеку хочется вам причинить какой-то ущерб. Тут, знаете, похоже на месть, что ли. Либо, в принципе, да, человек вот прям негативно относится, считает вас виновником в каких-то своих, может быть, неприятностях. Значит, кого это касается ситуации, вы понимаете, о ком я говорю. Вы для себя уже поняли, кто вам мешает, либо вот о ком я вам сказала. Как здесь поступать? Ну, во-первых, мы тоже немножечко убрали с этого человека его агрессивность, и с вас мы немножечко убрали, потому что вас это тоже очень сильно раздражает. Соль забрала в себя. Но здесь, видите, ухо выходит. Здесь нужен разговор. Разговор очень четкий. Если у кого-то к вам претензия, кто-то там на вас пыжится, тужится, с этим человеком нужно разговаривать. Разговаривать и все прям по полочкам. Что не нравится, как не нравится, что хочешь, что я должна, либо должен сделать, чтобы ты успокоился. Здесь четко нужно границы, понимаете, границы. Потому что человек, может быть, обиделся на вас по ошибке, понимаете, что-то там неправильно понял, что-то там кто-то сказал, да, и человек разобиделся, и вот вас винит, считает, что с вами что-то не так. Может быть, вы закрылись от этого человека, может быть, как-то стечение обстоятельств произошло. Здесь как бы не тема, да, но вот видно, что человек от вас на расстоянии, очень много негативных мыслей в вашу сторону. Эти негативные мысли, они по родовым каналам. Вы же, например, с этим человеком какую-то вот общую связь имеете, да, если это ваш муж, вы делите вместе постель, если у вас есть дети от мужчины, да, чей родственник на вас злится, соответственно, как бы канал открыт. Значит, мои хорошие, слышим, говорим, пытаемся услышать своего оппонента. Уходить от этого человека, прятаться так нельзя. Мало того, я вам скажу, у этого человечка, который негативит в вашу сторону, у него проблемы только начинаются.
Эти проблемы, они будут еще больше усиливаться. И этот человек, чем хуже ему будет жить, он будет думать, что это вы, от вас идет негатив, что вы там, может быть, магичите, какие-то действия применяете. Поэтому, хорошие, говорим, все ставим по местам. Если вам вообще все равно на этого человека, так ему и скажите. Я без тебя, например, жила и еще 100 лет проживу. Даром мне не надо, ни в твою жизнь лезть, ни твои какие-то пожитки, вообще ничего от тебя не надо. Вот. То есть здесь нужно обозначить свою позицию очень четко, опять же, без агрессии. Потому что агрессия порождает агрессию. Это, знаете, как в иную степень переходит. Вам это не нужно. Дальше, мои хорошие. Здесь у кого-то отыграются проблемы с деньгами, проблемы достаточно серьезные, прям серьезные. Человечек работает, впахивается, вкалывает, пытается там концы с концами свести. Да? Другой бы на такой работе, либо на таком обширном труде уже бы миллионером стал, а у вас все как в пропасть. Знаете, бездонная пропасть. Вы туда эти копеечки кидаете, и они там летят, даже не слышно, где я упала, звона нет. Значит, мои хорошие, здесь у вас, у кого-то, это не у всех, это у кого-то конкретно отыграется, что по роду, либо отца, либо матери должник есть. Должник, человек, который грешил, человек, который, может быть, грабил, отбирал, да, там последнее отбирал. Человека уже давным-давно нет, а у вас все это передается по поколениям. Передается, пока точку не поставите. Значит, если вы понимаете, что ваши, например, бабушки, дедушки, родители, и вы живете, ну, скажем так, перебиваетесь просто, да, никогда ничего там стабильного не было, все такое шаткое, и живете вы за уровнем, там, например, там, прожиточного минимума, не знаю, как правильно сказать. То есть человек вообще нуждается. И все время вот именно по материальному бьет. Дом мог загореть, там, деньги могли потерять, мошенники, грабеж, какие-то пирамиды. Да? То есть постоянно идут денежные потери. У вас кредиты, у вас постоянное безденежье. Значит, это для вас идет предсказание. Мы немножечко почистили, соль немножечко забрала, но здесь нужны действия со стороны вас. Значит, здесь нужно откупаться. Откупаться нужно благими делами. Значит, каждый раз, когда вы совершаете какое-то благое дело может быть абсолютно любым. Абсолютно любым. Это не значит, что вы должны ходить там все милостью раздавать, либо там всех накормить, всех обогреть. Любое благое дело. Да, вот только не смейтесь, там бабушку через дорогу перевести, либо кому-то прийти, там просто поздороваться с человеком, поговорить, это уже благое дело. Выслушать кого-то, это тоже благое дело. Кому-то помочь, может быть, что-то поднести, отнести, убраться, да, то есть это все благие дела. Значит, мои хорошие, благими делами. И каждый раз, когда вы совершаете благое дело и вас благодарят, вот прям говорят спасибо за то, что ты там то-то, то-то сделала, сразу же говорите откуп роду отцу матери. Откуп роду отцу матери. Обязательно говорите. Попробуйте. С вас не убудет. Это не сложно, это не требует каких-то финансовых вложений, да, хотя у вас тут и финансов особо нету. Просто попробуйте, и вы поймете, что это работает, это помогает. Вам будет становиться легче, 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 легче. Значит, мои хорошие, у меня есть идея, я пока не знаю, как это правильно реализовать. Я не знаю, на этом ли я канале буду делать, либо, может быть, на другом, но я обязательно сделаю анонс. У меня есть очень мощный ритуал на привлечение вот как раз-таки финансов, благосостояния, счастья, радости в вашу жизнь. Ритуал на 7 лет. То есть, если вы делаете этот ритуал 7 лет, в вашем доме все вот прям будет полным-полно, и в жизни вашей будет полным-полно. Но он сложный. Обычно я делаю для клиентов, но поскольку сейчас я не веду личный прием, а очень много людей нуждаются, я вижу это по своим гаданиям, я вижу не только на песке, и на воске вижу часто, и в кофе, везде вот приходят ко мне люди, которые вот очень нуждаются в таком ритуале. Значит, он... Понимаете, он, конечно, несложный, но там по времени очень много займет. То есть это где-то порядка 4 недели мы с вами будем делать. Если вы хотите, пожалуйста, под этим видео в комментарии просто плюсик поставьте, чтобы я понимала, что да, есть люди заинтересованные. Я еще подумаю, как технически это все сделать и на каком канале я это сделаю. И тогда вместе со мной
проведем этот ритуал. Это, кстати, тоже вам очень хорошо поможет. Но вам, чтобы к этому ритуалу подойти, нужно немножечко рассчитаться за карму своего рода. Делайте благие дела. Вот прям постоянно делайте. Любые. Вот чтобы вас благодарили. И благодарили от сердца. Не так сквозь зубы, типа спасибо. Нет, так не годится. А вот именно сердечно благодарили. Постарайтесь, мои хорошие. Так много людей, которые нуждаются в помощи, а вы обязательно найдете, вы сможете это сделать, это несложно. И немножечко себя тут в этом плане закроете. Потом милости прошу на мой ритуал. На 7 лет будем делать, и будет у нас счастье. У всех. Так, по поводу мыслей. Вот самое основное. Смотрите, вот голова человека. А над этой головой, видите, какой огромный паучара. Да, вот прям, это даже не паучара, это вот прям как скорпион. Видите, у него еще хвост. Все поняла, да, еще хвост, еще и хвостом жалит. Значит, мои хорошие, это ваши переживания, это ваше внутреннее, это ваши какие-то комплексы, сомнения, зажимы, панические атаки, накрутки свои собственные. Здесь разочарование. Разочарование в себе, в жизни, в окружающих. Но это вот дьявол. Дьявол сети расставляет. Это сейчас везде, это повсеместно. Телевизор, интернет, люди вокруг, да, усталость, стрессы. Но это все на нас влияет. Значит, мои хорошие, дьявол живет в каждом из нас. В каждом, абсолютно. Вот как ангел, так и дьявол. Дьявол тащит нас вниз. Он дает нам вот эту истерию, дает нам надрыв, дает нам потерю энергии. Человек, как сущность, как душа, дух, да, гораздо сильнее, чем этот внутренний дьявол. Намного сильнее. Но мы себя обесцениваем, даже в своих собственных глазах. Нам кажется, ой, ну кто я, ну что я. Вам ваша интуиция там стучит, гремит, там барабаны бьет, а вы ее не слышите. Вы думаете, да ну, что я там себе придумала? Я лучше пойду кого-то другого послушаю. Там человек типа знающий, он мне расскажет правду. Значит, мои хорошие, не совершайте таких фатальных ошибок. Слушайте свою интуицию. Прислушивайтесь к своему разуму и к своему организму. Это ваши лучшие друзья и это ваши лучшие советчики. Вот то, что говорят вам вокруг с телевизоров, да, откуда вот информационный вот этот трэш идет, поменьше. Старайтесь поменьше. А если вы смотрите, то старайтесь фильтровать, что вам говорят. Фильтруйте. Значит, вот очень важный момент, чтобы вы понимали. Хотите быть счастливым человеком, хотите иметь чистую, ровную и светлую жизнь, тогда разрешите себе это. Зачем же вы свою головушку вот этой, извините, хренью забиваете? С какой целью? Быть как все? Зачем вам это? Будьте сами по себе и будьте счастливым человеком. Боритесь с этой тоской, хандрой. Придумайте себе какое-то отвлечение, развлечение. Кому-то помогают домашние животные, кому-то время, проведенное с детьми. У третьих там есть садики, огородики, там цветочки, вязание, да, рисование. Вот что вам нравится. Найдите себе отдушину и помещайте туда свою вот эту энергию. Не давайте ей возможности превращаться в этот кипучий, жгучий поток. Мои хорошие, здесь вам прямо идет предупреждение. Вот ангел вышел у вас, очень правильно вышел, да? Он пытается этого огромного скорпиона, видите, как руками столкнуть с вашей головы. Но вы же, мои хорошие, этого скорпиона уже, не знаю, к себе прям приклеили. Понимаете, приклеили. Значит, найдите себе увлечение по душе. И как только вы чувствуете, что вот оно начинает бурлить, вот я начинаю нервничать, выходите из себя туда, в свое увлечение, в свой маленький укромный мирок. Посидели, успокоились, все, расслабились, все, у нас нет никакого негатива. Идем дальше. Зачастую у многих из вас вот именно отыграется неприятности, плохое самочувствие, соматика вот ваша, за здоровьем, кстати, да, проблемы. Кто-то прям знает за себя, если там перенервничал накануне, либо там стрессанул где-то, начинает то крутить, то ломить, то давление, то головные мигрени, да, всякие головные боли начинаются. Вы за собой уже знаете. Берегите себя, любите себя. Вам Боженька дал жизнь. Вам ее нужно любить,
и прожить ее так, чтобы быть счастливым человеком. Когда вы слишком разочаровываетесь в своей жизни, вот я всем рекомендую, подумайте о людях, которые приходят в этот мир жертвами, мучениками. Нет ног, нет рук, какие-то неизлечимые болезни. Многие люди вот приходят в состоянии растения, да, слепые люди. Ручки есть, ножки есть, глазки видят. Что еще вам надо? Что надо? Все у вас есть. Разрешите себе счастье. Вы здоровый, прекрасный человек. С очень, кстати, сильным ангелом-защитником. Да вам море по колено. Только поверьте в это. Начинайте жить своей счастливой жизнью. Начинайте. Поймите, между вами и счастливой жизнью стоит вот эта ваша истерия, да? Он же ваш внутренний дьявол, ваши комплексы. Как только вы ликвидируете это все, вот оно счастье, вот он мир прекрасный, вот она радуга. Есть все и сразу. Мои хорошие, я вижу, что вам, в принципе, тут до вашего счастья не так далеко. Я вижу, что ко мне зашли именно те, кто будут действительно работать над собой. Вижу, что и сами вы захотите, и ангел вам поможет. Видите, как он прям крылышками, да, крылышки сложил и толкает этого скорпиона. Говорит, уходи, уходи. Но помогите вашему ангелу. Сделайте свою жизнь лучше. Прям с сегодняшнего дня. Вот дайте себе такое задание, дайте себе такую настройку. И соль вам поможет, и ангел вам поможет, и ваш внутренний ангел вам поможет. Все у вас, мои замечательные, будет хорошо. На этом я свою чистку заканчиваю. Сейчас я эту соль специальным образом переработаю, уничтожу, запечатаю, и негативчик с вас сойдет. Но вы тоже должны стараться, вы тоже должны над собой работать. Мои хорошие, на этом все. Храни вас Господь. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.